На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Показания свидетеля Автандила Чолария остались в материалах дела. Суд не удовлетворил ходатайство о признании его показаний недопустимым доказательством. Какой он герой нашего времени? Даур Начкебе и Ибрагим Чкадуа в 4-м выпуске цикла «Битый час. Новый сезон». Портреты современников. Персональная выставка абхазского художника Руслана Чхамаля открылась в Центральном выставочном зале Сухума. Начнем с официальной информации. Указом президента Абхазии Аслана Абжания Беслан Джопу освобожден от должности первого вице-премьера Республики Абхазия согласно поданному заявлению. Указ подписан 1 ноября 2023 года. С 1 ноября в Абхазии снижены цены на нефтепродукты. В частности, на бензин АИ-92 снижение составит порядка 4,5 рублей, сообщила на совещании с президентом вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. 31 октября под председательством президента Аслана Абжания состоялось совещание о ходе реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия» на 2022-2025 годы. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проинформировала главу государства и участников совещания о текущем статусе реализации госпрограммы социально-экономического развития. С полной информацией о ходе совещания можно ознакомиться на официальном сайте администрации президента Абхазии. Инал Ардзенба в онлайн-формате провел совещание с новым послом Абхазии в Сирии Мухаммадом Али, сообщает пресс-служба МИД. Ардзенба подчеркнул важность расширения контактов Абхазии на Ближнем Востоке. Посольство Абхазии в Сирии – важнейшая площадка для расширения международных контактов в республике и со странами Ближнего Востока, и с теми странами, которые имеют дипломатические представительства в Дамаске, в частности Беларусь, сказал министр. В совещании также участвовал спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию со странами Ближнего Востока Баграт Хутаба. С начала 2023 года российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли уже более 9 миллионов человек, почти на миллион больше, чем в прошлом году. Об этом в интервью Юг Таймс рассказала начальник краснодарской таможни Наталья Полосухина. В течение нескольких последних лет на государственной границе с республикой фиксировалось ежегодное увеличение пассажирского и автомобильного трафика примерно на 10%, сказала Полосухина, добавив, что в августе количество туристов побило рекорды последних лет. Насколько эти цифры отразятся на статистике посещаемости туристических объектов республики и наполняемости казны, покажет время. Информация правоохранителей. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении жителей столицы, применивших насилие к милиционерам. Правоохранители дважды пытались задержать Астамура Сабеки. При первой попытке им оказали сопротивление Павел Теребов и еще ряд лиц, которые устроили драку. При второй группа лиц из 50 человек. Дело возбуждено в отношении 7. Решением Сухумского суда Лабжания, Сабеки, Дарсаля и Джинджолия заключены под стражу. Показания свидетеля Автандила Чолария остались в материалах дела. Суд не удовлетворил ходатайство о признании его показаний недопустимым доказательством. Ходатайство о признании результатов психиатрической экспертизы недопустимым удовлетворено частично. Кроме того, суд приобщил к материалам дела 2 доверенности за май 2019 года о передаче в пользование свидетеля Игоря Ловчева автомобиля Mitsubishi. Следующее заседание суда назначено на 2 ноября. Смотрите репортаж Надежды Боровиковой из зала суда. В ходе очередного судебного заседания по делу о тройном убийстве на набережной коллегия судей рассмотрела 3 ходатайства. Адвокат Игорь Скнарин ходатайствовал о признании недопустимым доказательством показаний свидетеля Автандила Чолария. Он был дважды допрошен в ходе предварительного следствия, будучи административно задержанным за отказ от освидетельствования. Свидетель Чолария, будучи административно арестованным, находился в ограниченном положении по реализации своих прав на защиту, не имел возможности нанять адвоката и явиться на допрос, так как находился в условиях строгой изоляции. Был лишен права на телефонные переговоры и на допрос доставлялся под конвоем, а органы следствия суда не выполнили требования закона, чем поставили его показания как свидетеля под сомнение.
Согласно статье 216, пункт 21 Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, запрещается опрашивать либо допрашивать административно арестованных по иным материалам оперативно-розыскной деятельности, доследственной проверки и уголовным делам без участия адвоката. Еще одним аргументом защиты стал факт, что свидетель Чолария менял свои показания, выступая в суде. Факт того, что Чолария Автандил давал в судебном заседании показания, не соответствующие действительности, красноречиво свидетельствует тот момент, когда Чолария Автандил, отвечая на вопросы участников процесса, поняв, что сам заблудился в своих показаниях, вел себя нервно, давая невразумительные ответы, допуская грубость в отношении подсудимых и защиты, позволял себе бросить микрофон в сторону защиты и подсудимых, выражаясь при этом нецензурной бранью, препятствуя проведению судебного заседания. Нельзя не отметить тот факт, что Чолария в корне изменял дважды свои показания о событиях 19 ноября 2019 года, поясняя, что вечером этого дня, после тонировки им автомобиля Toyota Mark II, ее забирали Ахалая Дато и Блаба Аслан. При этом в судебном заседании 24 января 2023 года, повествуя о вышеуказанных событиях, свидетель Чолария убеждает суд и всех участников процесса, что он ошибался ранее в этой части, и на вопросы суда отвечает, что вышеуказанный автомобиль у него забирал Ахалая Дато один, без присутствия Блаба. Далее, опять же, под присягой дает суду показания 31 января 2023 года, где вновь меняет свои показания в этой части, ничем их не мотивируя. Сторона гособвинения и адвокат потерпевших выступили против удовлетворения ходатайства. Защита уже второй раз использует административный кодекс в процессе доказывания в рамках уголовного дела, который руководствуется уголовным и уголовно-процессуальным кодексом. Аналогичное ходатайство было заявлено по свидетелю Шинкау и ряду других свидетелей, которые, по мнению защиты, были лишены права давать показания. В данном случае Скнарин выступает адвокатом Чолария, при этом не могу понять, кто его делегировал защищать его права в рамках уголовного судопроизводства по данному уголовному делу. Но хотелось бы обратить внимание, что в ходе неоднократных допросов Чолария в судебном заседании были оглашены его показания, которые он подтвердил в полном объеме. Никакого права на защиту в данном случае нарушено не было. Что касается оценки показаний Чолария в судебном заседании на предварительном следствии, я считаю, что в данном случае защита переходит к следующей стадии, к прениям сторон и дает оценку его показаниям о том, какие они, насколько они противоречивы или нет. Это недопустимо, это возможно выступить в прениях сторон. Суд удалился в совещательную комнату и спустя 1,5 часа вынес решение ходатайство оставить без удовлетворения. Судебная коллегия отмечает, что в ходе допроса Чолария в качестве свидетеля на предварительном следствии, в ходе депонирования его показаний в суде, орган расследования обоснованно руководствовался исключительно нормами уголовно-процессуального закона, в котором гарантирована предусмотрена защита прав и свобод всех участников уголовного судопроизводства, в том числе право являться на допрос с адвокатом, что было разъяснено свидетелю Чолария под роспись, отражено в протоколах его допроса и в подписке в качестве свидетеля. Однако правом на участие адвоката при его допросе Чолария не воспользовался. Судебная коллегия обращает внимание, что ранее судом были разрешены и оставлены без удовлетворения аналогичные ходатайства защиты о признании недопустимыми доказательствами протоколов допроса свидетелей Шинкау, Гургинян и Абухба. Вместе с тем, судебная коллегия отмечает, что в соответствии со статьей 88 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия проверка и оценка показаниям свидетеля Чолария, данным в ходе судебного заседания, а также показаниям иных лиц, в том числе и свидетелей Шинкау, Гургинян и Абухба, и другим доказательствам по делу, будет дана при принятии итогового решения судом с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности достаточности и убедительности для разрешения уголовного дела. Второе ходатайство адвоката Марины Таня о признании недопустимым доказательством и исключении из перечня доказательств результатов психолого-психиатрической экспертизы в отношении Беслана Бганба, в том числе потому, что отсутствует время и место проведения экспертизы, ссылки на источники и нормативные акты, а также подпись одного из экспертов. Заключение комиссии экспертов за номер 55 от 2 ноября 2020 года не содержит сведения о предупреждении психолога-эксперта Республиканской специализированной психиатрической больницы именно Какубава
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Подписка эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 309 УК Уголовного кодекса Республики Абхазия в данном заключении эксперта отсутствует, как это требует часть 1, пункт 5, статья 204 УПК РА. Адвокат Марина Таня обратила внимание суда на тот факт, что эксперт в заключении отвечает на вопросы, не поставленные следователем, в частности, о наличии рубцов на теле Беслана Бганба. Но если эксперт не осматривал Бганба Беслана Тодоровича, то как же они установили, что у него на наружной поверхности правого бедра рубец? В области правой голени рубец. И что со стороны внутренних органов без видимой патологии. Бганба Беслан Тодорович отказался от общения с экспертами вообще. И то, что эксперты утверждают, что Бганба на вопросы, касающиеся инкриминируемых деяний, отвечать отказался, это вообще не соответствует действительности. Он вообще отказался. Оппоненты адвокатов снова выступили против удовлетворения ходатайства. Место указано, наверху верхней части указано. У нас единственное учреждение по проведению данной экспертизы – это государственное учреждение Министерства здравоохранения, Республиканская психиатрическая больница, расположена на поселке Гудзера. Дата указана. Дальше Марина Германовна говорит, что не указаны методы и исследования. Вот на листе 3 написано: использованы методы клиника психопатологического исследования, анализ медицинское наблюдение, клиническая беседа, описание психического состояния, анализ имеющихся симптомов, психических расстройств и психологическое исследование. Если не указана литература медицинская, значит она не использовалась, и были использованы именно клинические методы при проведении данных экспертиз. В данном судебно-медицинской экспертизе эксперт Какубава был привлечен как психолог, не как психиатр, а как психолог. Имеется отдельное заключение, которое приложено к этой экспертизе. Оно подписано, стоит печать под своими выводами. Она не подписала выводы психиатра, потому что не обладает специальными познаниями в области психиатрии и подписывает свое отдельное заключение по психологии. Психологическое исследование, стоит ее подпись, печать и подписана отдельная часть, которую проводила непосредственно эксперт Какубава в области психологии, которой именно только она владела. На этот раз суд находился в совещательной комнате более 2 часов и вынес решение о частичном удовлетворении ходатайства, посчитав существенным нарушением отсутствие подписи одного из экспертов, подтверждающей предупреждение об уголовной ответственности за дачу ложного заключения. Судебная коллегия приходит к выводу о необходимости удовлетворения заявленной адвокатом Тани ходатайства в части признания недопустимыми выводов эксперта-психолога Какубава в отношении обвиняемого Бганба, а в остальной части оно подлежит отклонению. Адвокат Марина Таня ходатайствовала о приобщении к материалам дела 2 доверенностей на машину. В первой, датированной маем 2019 года, гражданин Панцулая передает в пользование свидетелю Игорю Ловчеву машину Mitsubishi. Во второй Игорь Ловчев разрешает свидетелю Риме Чкадуа распоряжаться, пользоваться и следить за техническим состоянием автомобиля. Сторона защиты считает данные документы подтверждением показаний Игоря Ловчева о том, что в ноябре 2019 года у него в распоряжении уже была машина Mitsubishi. Уважаемый суд, он говорил здесь, что он пользовался машиной, что такой-то, такой-то. Здесь говорили, что он якобы в то время машину не имел эту, а получил он ее, моя мать ему купила 22 ноября 2019, когда было, во-первых, сделано доверие. А он здесь говорил, что он пользование имел машину до доверенности, когда он переоформил свою машину на мою мать. Прокуроры и адвокат потерпевших выступили против приобщения, однако суд, совещаясь на месте, приобщил доверенности к материалам дела. На этом заседание суда было отложено. Следующее назначено на 2 ноября. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. Проблема медицинской помощи детям обсудили Эдуард Будбо и Мактина Джинджоли. 1 ноября состоялась рабочая встреча министра здравоохранения Абхазии с уполномоченной по правам ребенка в республике, сообщает пресс-служба Минздрава. На встрече обсудили проблемы медицинской помощи детям. Большое внимание уделили детям из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудные жизненные ситуации. Стороны рассмотрели ряд частных проблемных случаев детей различных возрастов. 4-й выпуск цикла «Битый час», новый сезон о литературе и исторической миссии интеллигенции в истории Абхазии, о необходимости изменений в выборной системе и о том, какой сейчас герой нашего времени. Гость передачи – известный абхазский писатель Даур Начкебе, ведущий Ибрагим Чкадуа.
А какой сейчас, я его уже задавал другим гостям тоже, какой сегодняшний герой нашего времени, от абхазского, абхазский герой? Он может быть таким, кажется, он безбашенным, таким может казаться и так далее. Но он может позволять себе какие-то вольности в нравственном плане, в поведении. Ну, как элемент свободы. Как элемент свободы, да. Вот органическая неспособность абхазов подчиняться в нем очень ярко проявляется. Но когда мы осознаем, что есть вещи, которым надо добровольно подчиниться для общего блага, тогда у нас это некоторые вещи войдут в свою колею. Но вот современный герой, он при всем при том, в нем я вижу очень цельное зерно. Он не на словах, а на деле любит свою родину, свой народ. Несмотря вот на какое-то легкомыслие, которое как бы он внешне может проявлять, он очень глубоко чувствует все это. И не дай бог, если опять страна будет в какой-то опасности, он опять, не раздумывая, он готов на самопожертвование. На самопожертвование, да. Я считаю, что такой герой нужен нам. Нужен, он есть, но он должен быть... Я даже скажу такую фразу. Любой человек, который идет во власть у нас в Абхазии, начиная от президента и заканчивая рядовым, как говорится, министром, они должны идти на это как на служение. Даже, как бы это пафосно ни звучало, готовы должны быть к самопожертвованию. Отказу от чего-то. Отказу от чего-то ради... Во имя чего? Во имя чего-то, да. Вот готовность к самопожертвованию, которую проявил наш лидер Владислав Арзанов во время войны, и народ, который наш проявил готовность к самопожертвованию. Вот это пока актуально для нас. 4-й выпуск нового сезона цикла «Битого часа» смотрите в нашем вечернем эфире. В эти дни проходит республиканская военно-спортивная игра «Аяэра» среди старшеклассников общеобразовательных школ, посвященная 30-летию победы народа Абхазии в Отечественной войне и 15-летию признания независимости республики. В соревнованиях участвуют сборные команды городов и районов. Победители и призеры будут награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками Министерства просвещения. Для развития и популяризации национальных видов спорта мы включили в программу военно-спортивных игр «Стрельба из лука». Это уже 3-й год. Мы в прошлом году тоже проводили. 3 года тому назад, 3 года мы не проводили в связи с болезнями, с эпидемией, не проводили. А вот сейчас можно считать, что мы заново начали. Здесь участвуют старшеклассники, 10-11 класс. 10-11 класс. 3 года мы не проводили, фактически, значит, эти дети уже закончили и ушли. Заново мы начинаем. Но участвуют все сборные команды городов. На сегодняшний день, значит, мы провели уже сборка-разборка автомата, строевая подготовка. На первом месте идет команда Гагринского района, за ним Скворчал и так далее. Персональная выставка абхазского художника Руслана Чхамали открылась в Центральном выставочном зале Сухума 1 ноября и продлится до 10 числа. Элеонора Гилаян расскажет об особенностях работы абхазского портретиста. Уникальность выставки, как и самого мастера, в портретной серии. Это редкая для Центрального выставочного зала история. Со всех сторон на посетителя здесь смотрят портреты наших современников, известных людей, детей. Мне всегда хочется подчеркнуть, чем
выставка художника, может быть, отличается от других или какие-то особенности подчеркнуть его творчество. И здесь мне хочется обратить ваше внимание, что, наверное, за последние десятилетия такая выставка, которая собирает исключительно галерею портретов, причем совершенно разных, портретов наших современников, выдающихся государственных деятелей, литературных героев. Это действительно такое вот для нас редкое явление. Всего более 60 портретов собрал на своей персональной выставке Руслан Чхамали. А помимо портретов современников, в экспозиции представлена серия работ, посвященная роману «Последний из ушедших» Баграта Шинкуба. В искусстве нет легких жанров, но портретный жанр занимает особое место. Поэтому нам очень дорог эта выставка и все персонажи, которые раскрывает автор, вполне объемные и с художественной точки зрения, и с содержательной точки зрения. Портрет – это жанр такой, где надо автору не то что должен передавать внешние черты лица, но он должен глубже раскрыть суть и психологию данного портретируемого человека. Поэтому, мне кажется, автору удалось это уловить и глубоко изучить, прежде чем изображать. Выставка продлится до 10 ноября. Через несколько дней после открытия в рамках лектория ЦВЗ пройдет встреча с художником. يعجن يزبانك بزر سرا صح تخرج يعصبوا أقرأتنا كويت شرا شقعنا جرا أبزر شزق واحد يتبو بدون زن حشاس كويت زيجي وسقنس أبراق يقولون يرفز زيجي نس أو ماك يقص يز ويقن زسقم زرجي يربش يرخانه Руслан Чхамали – автор около 20 научных работ по методике преподавания изобразительного искусства, а также программы по изобразительному искусству в общеобразовательных школах Абхазии. Участник более 70 выставок в Абхазии, России, Италии и Турции. Элеонора Гилаян, Саита Гухава, Абаза ТВ. Сегодня на нашем канале начинается показ второго сезона «Адунай-шоу» – научно-познавательной передачи для детей, созданной при поддержке Сухумского офиса детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Создатели передачи попытались охватить наиболее важные и актуальные темы – архитектура, горы, память, творчество, электричество, права ребенка, кухня народов мира, музыкальные инструменты, современное искусство и растительный мир. В каждом выпуске передачи уже полюбившиеся зрителям ведущие встречаются с экспертами и подробно исследуют данные темы. Новый сезон «Адунай-шоу» в нашем эфире теперь каждую среду. Первый эпизод «Архитектура». В Доме Москвы в Абхазии открылась вторая международная межвузовская образовательная выставка. Цель ее – демонстрация достижений в области высшего образования и привлечение общественного интереса к российским образовательным программам. В выставке участвуют 12 высших учебных заведений: Тамбовский государственный университет имени Державина, Кубанский госуниверситет, Российский национальный исследовательский медицинский университет Пирогова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и другие. Немного о спорте. Футбольный клуб «Гагра», одержав гостевую победу со счетом 2-3 над командой «Афон» и набрав 3 очка, досрочно становится победителем 30-го чемпионата Апсны Суперлиги, сообщает пресс-служба Федерации футбола. Лучшим игроком матча назван Георгий Тодо. Сейчас о погоде. В
четверг, 2 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями из-за перепадов атмосферного давления ночью и до полудня, дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22 градусов, температура морской воды 20 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.